красный флаг Российской Федерации и знамя победы. Смирно! Советов города Улан-Удэ, государственный флаг Российской Федерации и копию легендарного знамени победы. Знаменные. Здравствуйте, товарищи! Поздравляю вас с 79-й годовщиной победы в Великой Отечественной войне. Равнение права! Шагом марш! Шаг по площади Советов города Улан-Удэ торжественным маршем проходит оплачивало строительство танков и самолетов. Торжественными медалями Жукова и Суворова. 75-ю гвардейскую бригаду управления сменяет парадный расчет 26-го ПТ. Возглавляет парадный расчет подполковник Великин Евгений Игоревич. 66 военнослужащих провели специальную операцию, удостоенных государственными наградами, из них 18 орденом мужества. Перед трибуной проходит задачи служебной деятельности. Возглавляет парадный расчет гвардии капитан Проскурякова Яна Витальевна. В торжественном марше проходит 11-я отдельная ордена Суворова гвардейская десантно-штурмовая бригада, которая является одним из лучших соединений воздушно-десантных. Александров, 4 военнослужащих удостоены звания Героя Российской Федерации, 790 кавалеры ордена мужества, 1911 награждены другими государственными наградами. Перед трибуной проходит воины 102-й отдельной. Сергеевич, за годы своего существования военная кафедра подготовила более 10 тысяч офицеров. Перед трибуной проходят воспитанники Республиканской кадетской школы-интерната. Памятник боевых действий в Сирийской Арабской Республике. Перед центральной трибуной площади торжественным маршем проходит сводный парадный расчет представителей физического воспитания города Улан-Удэ, участник боевых действий в Сирийской Арабской Республике, подполковник запаса Турков Дмитрий Анатольевич. Представители Новоселенгинской общеобразовательной казачьей школы-интерната. Парадный расчет возглавляет подполковник запаса Ким Юрий Семдекович. На сегодняшний день в казачьей школе обучаются дети из Селенгинского. История военно-оркестровой службы России насчитывает более 3 столетий. Парад Победы на главной площади столицы Республики Бурятия проходит в сопровождении сводного оркестра Улан-Удэнского военного гарнизона под управлением военного дирижера 5-й отдельной танковой бригады гвардии майор. Впервые в парадном расчете принимает участие универсальный комплекс сбора и обработки данных 500Т. Подразделение навигационно-химической и биологической защиты на базе машины повышенной необходимости и эффекта. Станция расчета боевой машины Ильина Бурлакова Кристина Ответственная. Проходит парад
личного состава при выполнении учебных и боевых задач. Парадную колонну возглавляет участник специальной военной операции сержант Недорезов Евгений Сергеевич. За проявленную отвагу сержант награжден медалью «За храбрость». Мимо трибуны проходит радиопереговорный центр Р-700С, предназначенный для высокоскоростного пространственного энергетического обнаружения источников радиоизлучений, радиоприема сигнала связи. Подвижный комплекс определения пеленгования и радиомониторинга источников радиоизлучения различного диапазона. Ведет колонну старший лейтенант Марченко Юрий Викторович. За ним следует радиолинии станции Р-416ПМ, которые предназначены для эксплуатации в составе нулевых помехозащищенных радиорелейных линий прямой видимости с коммутацией пакетов, функционирующих в непрерывном режиме. Возглавляет колонны прапорщик Дашиев Айдом Сариктович и прапорщик Раднаев Саян Сангадеевич, участник специальной военной операции, награжденный медалью Жукова и медалью за боевые отличия. К трибуне приближается боевая техника войск традиционной химической и биологической защиты. Разведывательные машины БРДМ-2РХ. Автомобили предназначены для ведения традиционной химической и биологической разведки. 40 лет назад эти машины первые приступили к ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС. Горячие без горячей точки. Разведывательные машины сегодня выполняют боевые задачи по предназначению. Возглавляет колонну старший прапорщик Анурьев Юрий Сергеевич. Также проходит колонна машин АРС-14КМ. Расшифровывается авторазливочная станция. Предназначена для дегазации и дезактивации местности. Ведет колонну младший сержант Магомедов Мурат Алмазович. Площади проходит парадная колонна подразделений ракетных войск и артиллерии. В парадном строю проходит колонна противотанковых ракетных комплексов «Конкурс». Конкурс предназначен для поражения современных ракетных комплексов. Для поражения современной бронированной на удалении до 4 километров. Комплекс «Конкурс» был принят на вооружение Советской армии в январе 1974 года и используется в мотострелковых подразделениях. Командует расчетом старший прапорщик Хлебников Алексей Владимирович, участник специальной военной операции. Колонна противотанковой батареи сменяет подразделение ствольной артиллерии, на вооружении которой состоят 120-миллиметровые гаубицы Д-30. Буксируемая гаубица является мощным средством уничтожения и подавления живой силы противника. Парадную колонну возглавляет старший сержант Исай Николай Сергеевич, участник специальной военной операции. Тяговое средство гаубицы, автомобиль высокой проходимости Урал-4320. Следом за ними в небе видны военно-транспортные самолеты Ил-76. Это основной тип самолетного парка военно-транспортной авиации. Является первым в истории СССР военно-транспортным самолетом с двумя реактивными двигателями. Самолет способен перевозить более 200 человек личного состава, доставлять грузы массой до 47 тонн в труднодоступные места, в том числе на рекурсии научных станций в Северном Ледовитом океане. Замыкает парадный строй боевой техники расчеты 103-й ракетной бригады, на вооружении которой состоит новейший оперативно-тактический ракетный комплекс «Искандер-М». В боевых машинах начальники расчетов лейтенант Онищенко Ефим Александрович и лейтенант Бураков Арман Балгазыевич. «Искандер-М» – высокоточное оружие большой дальности, способно поражать цели с вероятным отклонением в 5 метров на дальностях до 50 километров. «Искандер» отличает мобильность и минимальной вероятность их обнаружения даже средствами космической разведки. Такого ракетного оружия нет ни у кого в мире. Сегодня с Днем Победы вас поздравляет ведущий группы майор Виктор Лаптев.
Хүндэтэн аяатагаар хэд агууих илалтын хэндро. Хочу поздравить братский монгольский народ с 85-й годовщиной. Ах トゥ Монголын ард түмэнд халах голын тулаанд ялсны 85 жилийн он баярын мэндийг хүргэе. Энэ ялалт нь Японы эзлэн түрэмгийлэгчдээс Монголын тусгаар тогтвол монголчуудын эрхчлөлтийг хамгаалan Монгол зөвлөлтийн ард түмэн хамтдаа мөр зэрэгцэн тулцсан түүхэн гавьяа юм. Эх орны дайн эхлэхэд Гитлерийн эсрэг тэмцэлд ах トゥ Монголын ард түмэн хамгийн түрүүнд зөвлөлт бод улсын талд орсон билээ. Би түүнийг санаж явдаг, үргэлж санах бол. Манай хоёр орны ард түмэн сайхан нөхөрлөж, үргэлж бие биенээ дэмжин хамтдаа урагшилдаг, тэмч байх ёстой. Бид хүчтэй хамтдаа бүгдийг чадна. Бид халах голын ялтын ойн баярыг өгтөн Монголын сэтгүүлчдийг Москвагаас Улаанбаатар хүртэл Баатар хотуудаар дарин автоил зохион байгуулахаар төлөвлөж байна. Энэ аялал нь улаан үдээс Монголын газар нутгаар дамжин халахын гол хүртэл үргэлжлэх юм. Мөн Орос Монголын армийн хамтарсан сургууль, урлагийн байгууллагын тоглолтууд, бусад соёлын үйл ажиллагаа зэрэг өргөн цараг хүрээтэй ажлуудыг зохион байгуулна. 85 жил гэдэг онцгой цаг хугацаа тэр хэмжээгээр онцгой тэмдэглэх нь ойлгомжтой. Монголын ард түмэнд давгаа эх орны дайны ялтын 79 жилийн он баярын мэндийг хүргэе. Баярын парадад агаарын хүчин, их бууны, танкын, десантын гээд дэвсгэр түвшний бүх салбарууд оролцлоо. Миний бодлоор парад онц сайхан боллоо. Та нар ч мөн адил өөрсдөө гараад дүгнэж байгаа бизээ. Ялалт ямар үнээр олцсныг бид бүхэн мартаа. Түүх биднийг сургадаг. Одоо болон ирээдүйн төлөө бид түүхийг мартаж болохгүй. Юуны өмнө бүх ахмад дайчтай эрүүл энхийг хүсэн ирээ. Тэд жил ирэх тусам улам бүр зөөрсөр байв. Өнөөдөр л хөдөртөө 3 хүүхэн ор. Үн тусгай цэргийн ажиллагаанд оролцож буй дайчтай ялтай байгуулад хурдан эргэж ирэхийг хүсэн ирээ. Бид өөрсдийн зүгээс шаардлагатай бүхнийг хийх болно. Дахин давтан хэлэхэд ямар ч хүн сорилтыг бид бүх ард түмнэрээ хамтдаа нэгдэн байж ялна. Тэмж байх болно.
2 метра бежишь, 2 метра бежишь. Туда воздух, линию выкрутить. Туда, видите? Ой, Анатолий Ефремович, проходи сюда. Чего так идешь? Дмитрий Леонидович, проходи. Проходите.